федеральном уровне при активной поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, которое софинансирует этот проект. Также значимость нашего мероприятия, социальная значимость подтверждается и на высоком государственном уровне. Мы получили поддержку Государственной Думы, Совета Федерации, Департамента культуры города Москвы и Департамента СМИ города Москвы. Уникальность проекта заключается в том, что впервые в истории проходит всероссийский конкурс, объединяющий 20 регионов России, где массово проживают татары. Активно автономия участвует в проведении кастингов. Сейчас уже отобрали 10 представительниц регионов, которые будут представлять свои регионы в Москве. Удивительно, организатором мероприятия является Федеральная национальная культурная автономия татар России и Национальное культурное объединение Татпрожиг, которое я возглавляю. Мне часто звонят девушки, которые говорят, что мы хотим принять участие в кастинге. Кто-то начинает ходить на курсы татарского языка для того, чтобы поддержать уровень, достойные представления на кастинге. Кто-то начинает изучать художественную литературу татарскую с нуля, кто-то возобновляет это в памяти. То есть мы создаем площадку для реализации татарского потенциала в регионах. То есть в Татарстане может быть все хорошо, а в регионах, к сожалению, стремительный процесс ассимиляции, о котором очень часто говорят. И мы даем возможность в таком современном ключе прикоснуться к татарской культуре. Он выглядит в виде раскрывшихся цветка, где посередине расположено красивое лицо девушки, а поскольку основным признаком красоты, если не считать красоту душевную, является лицо, то вот возникла вот такая идея, и в итоге получился крутой очень логотип. Да. Да, это точно, потому что, глядя на него, ты понимаешь, что есть уникальность, нестандартный подход, и в следующем году, и вообще в дальнейшем, если люди будут видеть этот логотип, они будут понимать, что этот логотип принадлежит именно Татар КЗ, и создатели его великолепный талантливый Ринат Сафаров. Мы ушли от названия «Конкурс красоты», потому что у нас не только красота, а и талант, и ум, и знание своей культуры. Не должно быть фанатизма. Вот. Человек должен придерживаться своим корням, не изменять своим корням, но нужно об этом кричать. И особенно мне не нравится, когда мне говорят: «Нафиса, ты должна обязательно выйти замуж за татарина, а иначе никак». Я считаю, что это не совсем правильно, потому что и среди татар, среди русских есть хорошие, плохие люди. Можно быть замужем за прекрасным русским человеком и чтить свои корни. Я тоже придерживаюсь такого мнения, потому что я человек мира. Я на самом деле татарка, хоть зовут меня Стелла, но чистокровная татарка. И я говорила, что мне тоже не важно, но когда я начала задумываться о потомстве, о том, какие последствия могут быть в дальнейшем, какие споры могут возникать внутрисемейные, я решила, что да, я хочу мужа татарина, я хочу иметь татарскую ячейку общества. И эти проекты, которые я создаю, еще предыдущие, тоже связанные с татарами, в Москве, мы инициируем совместно с мужем, он мне активно в этом помогает и финансово, и морально, для того, чтобы быть причастным к татарской культуре, для того, чтобы наша дочка, которая сейчас год, она в атмосфере татарской культуры росла и развивалась. Поэтому почему мы его называем проект? Это не разовое мероприятие, которое проходит финальная церемония. Сейчас проходит региональный кастинг. Затем девушки приедут в Москву, будет колоссальная работа. Естественно, мало кто профессионально занимается татарскими танцами. Мы будем ставить им красивые номера, чтобы наше шоу, а это было именно красивое шоу, девочки мы будем испытывать в рамках подготовки. Мы будем смотреть, как они готовят, как они по-татарски разговаривают, что они вообще, как они знают драматургов, писателей татарских. А уже на самом мероприятии это будет красивая картинка с качественным татарским наполнением.